Отдел духовных к праздным. Новые правила сбора пищевых природных ресурсов, то есть грибов и ягод, вовсю обсуждают жители Коми. Якобы теперь гражданам необходимо арендовать для этих целей участок леса и соблюдать множество строгих предписаний. Например, срезать грибы только с определенным диаметром шляпки. Речь идет о приказе Министерства природных ресурсов и экологии России об утверждении правил заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора лекарственных растений. Но, как выяснилось, на обычных граждан он не распространяется. О новом порядке Анастасия Тюрнина. Весь сыр-бор начался из-за двух приказов Минприроды России, вступивших в силу 1 января 2021 года. Сезон сбора грибов не за горами, поэтому информация обрела актуальность, и ее подхватили СМИ. Ограничения по сбору грибов, опубликованные в мае 2021 года, взбудоражили общественность. Якобы для сбора грибов, ягод, березового сока нужно будет арендовать участок в лесу. А шляпки грибов начнут проверять на соответствие стандартам. Лисички, сыроежки, маслята и опята по шляпкам собирать более 1,5 сантиметров в диаметре. Грузди, рыжики, волнушки, белые, подберезовики и подосиновики более 2,5 сантиметров. По поводу второго пункта возникло немало шуток. Одна из них – в лес только с линейкой. В конце мая Минприроды России опубликовала опровержение. Получается, грибники, которые собирают дары природы для личного пользования, могут продолжать это делать беспрепятственно и бесплатно. А вот при сборе грибов на продажу договор аренды придется заключить. В целом правила сбора пищевых ресурсов утверждаются субъектом. В Коми они не менялись с момента принятия Лесного кодекса, то есть с 2006 года. У нас граждане имеют свободное право пребывать в лесах и при этом для собственных нужд осуществлять сбор пищевых лесных ресурсов, лекарственных растений, а также недревесных продуктов леса. Но пищевые лесные ресурсы – это у нас ягоды, грибы, орехи, плоды дикорастущих кустарников. Единственное ограничение – нельзя собирать грибы и растения, содержащие наркотические вещества. И те, что находятся в красных книгах России и Коми. А предприниматели, которым представлен лесофонд в аренду, имеют право препятствовать гражданам находиться на своих лесных территориях и препятствовать сбору пищевых лесных ресурсов. Существуют ограничения по сбору грибов, а именно они связаны с той территорией, на которой можно осуществлять сбор грибов и ягод, а на которой нет. Так, например, когда необходимо обеспечить соблюдение требований пожарной либо санитарной безопасности в лесах, доступ граждан в лес может быть ограничен. Кроме того, на особо охраняемых территориях в соответствии с их положениями может быть наложен запрет на сбор вообще любых пищевых ресурсов, в том числе грибов, либо на посещение таких территорий. Способ сбора остается, конечно, щадящий. Что касается грибов, необходимо беречь грибницы. Контроль за всем осуществляют лесничие Коми, проводят традиционные рейды. Они носят в основном профилактический характер. Что касается нововведений, то в этом году, 30 января, был принят распоряжение правительства 208-Р, которое с целью активизации предпринимательской деятельности, самозанятости граждан предусмотрело, так сказать, ввело то, что органы местного самоуправления должны обеспечить крестьянско-фермерские хозяйства, личное подсобное хозяйство, граждан, которые занимаются садоводством, огородничеством и в том числе заготовкой пищевых лесных ресурсов, обеспечить местами для сбыта этой продукции. То есть для того, чтобы на территориях муниципалитетов были организованы такие точки, где они могли эту продукцию реализовывать. Грибникам Коми, пожалуй, можно быть спокойными, ждать сезон тихой охоты и в лес ходить без линейки. Главное, чтобы погода порадовала хорошим урожаем. Анастасия Тюрнина, Иван Богомолов, телеканал Юрган.